Здравствуйте. Ага, спасибо большое. Обнять не Как могу. здоровье тебе? Хорошо. Точно хорошо? Да, нормально Ну, все. слава Богу. Так Это это вам. Серьезно? Да, на Новый Ой, год. Милюша, спасибо огромное. Ты балуешь нас. Ничего не было. Балуешь. Как Новый год Спасибо, все равно провели? спасибо. Нормально. Новый год у нас постоянно, да? Нормально, а что? У вас дети По-стариковски. рядом, хорошо. Да? Это счастье же, когда дети рядом живут. Очень. Да. Альберту привет огромный передал. Ага, ладно. Нифига себе, смотрите, у моей бабушки тоже вот такая метелка лежала. Вам тоже такую надо купить. Вот дыры. А я тоже проверяю, зато парень. А то, блин, у нас снег заходит. Очень удобно. Құтты сұрдың, папа. Түртітіп қалды. Бөлек тарап келді. Әйбәтті етәті. Яңы елға. Хәзір хүйдеп жүрмін. Анда төбінде еще бір батыр нәме ята. Әлиф апа айта, мен уяндым. Яңы ұйқынан тұрдым, сейдеспегенімді. Мен айтамын, неге сейсірге киінем? Әлиф апа, уже сексек бішірген. Атты өте. Әр Әлиф апама сейсі. Мотор футболка мына. Қатты жүреймін де. Мотор футболка. Еуітәніңізді тұлғым. Алыр мұғайым, қонаққа кейірген. Ақ рубашка орынна. Ақ футболка кейдің кеттің. Удобно. Елек менен иштенген. Творог мәлі. Творог түгел, елек менен каймак. Желатин. Қалай құдық қынан емекеу? Желе мақ. Который прикольный. Ингенде ты сразу явишкен ты, ашай ты, сейсе ты. Мазгиля ты. Аша. Михе Аллах эшлермен. Рогалики бешерперели, папа. Яра бешерем. Это тем дегря. Какой окрас туфтар. Видали, сейчас же вот такая в моде окраска тега. Очень трендовый окрас. Юбки такие шьют. Можно, короче, шапка тега был без. Мені былай да Әлиф апа живодер тегерді. Неше бесей тұтмайын тегер. Мен бесей яратмайым. Yok мен яратмайым түгіл. Мен теге қарағым кеме. Аның шерстін тадалап, артынан тадалап, шunu шайты берегім кеме. Шуға бесей көрген брыз түйен бесейдерге теге кіші мен айта живодер тег. Мен айтам, немен бесей қуалағанға мен уже живодермін. Мен аларды тұқмамайым. Ашарға қалам. Мен бепейім биту. Ятатам мен шуна. Несе ешаға? Оңа бір 6 яш бар мәрі. Эй, Эльзира, ты встала, что ли? Давай, Эльзира, завтракать будем. Вставай, пускай Азалия спит. Вставай, давай, чай будем пить. Вставай. Аделина, вставай, давай. Кто котлеты будет делать? Ты же обещала мне котлеты помочь делать. Давай, вставай, позавтракаем и котлеты будем делать. Тоже поздно легла, что ли? Время-то уже сколько? Вставайте, давайте. Вставай. Давай. Вот так вот. Азалия спит до обеда. Ты давно, что ли, встала? Нет. Алла. Кропать его. Кыр? Зачем? Ну, кстати, ургань. Анда стиральная машина. Ну, потому что не хотел ждать. Че, все грязное, что ли? А зачем покрывала? Ну, не знаю, его постирали, заново постирать привез. Короче, сняли домик девочки. Почему-то постирали покрывало. Почему постирали покрывало? Непонятно. Я теперь его заново буду перестирывать. Вот знаете, что? Когда хотят скрыть следы преступления, стирают постель, покрывало, вот такие вещи. И тогда сразу понятно, что что-то не то было в этом домике, когда они снимали. Что делали с покрывалом, я не знаю. Что сюда кинул? Там Паша, блин. Что делали с покрывалом? Что на стирку кинули? А? Что за привычка следы преступления свои скрывать? Что сделали с покрывалом, что аж на стирку кинули? Что-то сделали с покрывалом, блин. Сейчас придется его заново перестирать. Опять люди порвали рулонную штору. Рулонная штору? Сейчас я им написал, что деньги мне отправили за него. Понимательно. Не считают, какая они, походу, спят, наверное.
Спят? Скорее всего, ну, по камере не ходить, наверное. Мне на работу Аллах сам, сейчас покажу. Я все сфоткал уже, им отправил. Рулонные шторы порвали. Что за привычка рулонные шторы рвать? Мен Что вы бір с ними бияға қарай не делаете? оқ екен дейді. Мамырон да, шынын айтсам бияға ғана екен саған ендірсем. Да, что они делали с рулонными Они, шторами? по ходу дела, когда сейчас шли, они вот эту дверь не закрывали. Ай, Вот так открыто. ай. Балдыралар бүйтіп асып дегенде. И его ветром вот так нетя, весь суға нетя, илендірі, весындыра. Я так думаю, ну по-другому никак. И вот Эти рулонные шторы мы меняем уже, знаете, второй раз. Сейчас вот третий раз будем менять. Вот каждый раз умудряется эти рулонные шторы порвать. Что вы делаете с этими рулонными шторами, баштары, бляха-муха? Привыкай к тому, что в домиках что только твориться не будет дальше. Аделина говорит, привыкай, папа. Я не Мы буду то- привыкать. У нас, ну, вот такая вот страна. Ну, Люди вот да. любят выпить и фигню всякую творить. Ну ладно, Ну, пускай все же как выпивает, но чистоту-то Чисто пускай туда, за собой оставляет. хотя бы бутылки же можно убирать? Все полностью весь бардак оставить, блин, все, блин. Не, бутылки тоже пускай, ладно, оставляют. Самое главное, чтобы не ломали, не рвали, а то после каждого того, как снимают домик, обязательно что-нибудь порвут, поломают Жестко, да. и постель облюют. Вот это самое плохое. Постель не блюйте, пожалуйста. Делайте, что хотите, бутылки оставляйте, но постель, пожалуйста, не блюйте. Мы замучились уже новую постель покупать. Так, на завтрак у нас будет кукейки жареные с жареной колбасой. Сколько, блин, сидим, едим, да. Нет, хоть бы кто-нибудь убрал вот эти галоши. Ты уже его в 2 раза убирал оттуда. Они заново так Они заново туда подходят. Это интерьерные галоши. Дизайнерская задумка, между прочим. Моя. Как яркое пятно стоит. Красиво же. Дрина будет помогать котлетки делать, а ты везде пропылесосишь. Вчера нормально разбирался, а сегодня он мне мозги делает. Мозги делает, и из-за этого пришлось вручную все считать. Вам хочется быть более важной, значимой, нуждаться в признании, учиться открывать чувства. И вы можете бояться быть отвергнутой, если проявляться ярко. У него же он стремится к союзу и диалогу, старается сглаживать углы, учится уступать, но не терять себя, может подавлять свои желания ради мира. У папы идет от одиночки к партнерству. Он же один был все в прошлой жизни Ага. в одиночестве. Сейчас он больше учится партнерству идти. Раньше он был очень сильным, таким одиноким воином. Учиться быть равным, потому что он раньше был лидером. Вот. Если эти люди взаимодействуют в жизни, кармическая связка очень сильная. Один учится проявляться, другой учитывать другого. Ловушки ваши. Это как понять? Ну вот, возможны конфликты. У вас конфликт — это «меня не ценят, меня не видят», а у него «со мной не считаются, на меня давят». Вот. Я и- давлю на него, это правда. И старые сценарии, которые у вас могут проигрываться, это у вас это холодность, уход в идеи и дистанцию, вы уходите в холод, а у папы резкость, импульсивность, желание сделать по-своему. Вот. Он всегда все по-своему делает на самом-то деле, Достар. Вот ему хоть сколько говори, да, он один черт по-своему сделает. Как гармонизировать союз? Для вас нужно научиться говорить о чувствах напрямую, не ждать признания молча, делиться светом, а не требовать его. Короче, Альберт у меня кармический партнер. Почти что, 70%. Сильная у вас кармическая связь, да. То есть вы чему-то все равно учитесь с прошлых жизней. Так, смотри, вот так надо будет резать. За котлеты? Да, котлеты такие буду делать с овощами. Так, тонко, ладно? Хорошо. Прям соломкой. Вот эти 3 морковки через терку буду, через крупную пропустить. Нормально. Потоньше надо. Ну, блин, это вот мои максимальные Вот смотри мой. способности. Нет. Ну, я не могу так. Это называется годы на работу, ко мне всего лишь 23. Ну ты постарайся. Вот смотри, вот такой, ладно? Потоньше. Торнадо на харпоне. Вот в этом и проблема, что я не чувствую, понимаете, перец из-за тарнака. Сатарнака. Для мясных овощных котлет нам понадобится сырыши біткен перец, который уже бобала баштаган. Достар, его срочно надо куда-то деть. Вот, я решила их засунуть в кетлик. Крошим вот такими вот тонкими этими брусочками. И пропускаем через терку кишир, через крупную терку. Можно, конечно, все было через блендер пропустить, но там такая кашица получится, и котлеты будут неэстетичные.
Не Можно мог- было еще не- картошку, конечно, положить. Чё? Не могу, когда рядом что-то стучит. Да? Да, у меня с детства, короче, есть такая штука. Из-за того, что у меня достаточно чувствительная нервная система, я боюсь всяких там вот этих звуков А резких. что у тебя такая чувствительная вот нервная такая вот система? есть такие люди с такой особенностью, что... Какие у тебя проблемы, Полина? Расскажи. Вот, допустим, она сейчас стучит, а у меня в голове прям напряжение, я не могу. Да? Когда что-то рядом стучит, у меня глаза хотят закрываться, машины, гулы, у меня начинает голова Да? прям... да, Значит, вот так. тебе в деревне надо жить, а ты Нет. в городе, значит, нельзя жить. Вот так мы в фарш кладем болгарский перец. Вот так вот прямо. Это будут очень вкусные котлеты. Помните, я вам уже один раз показывала этот рецепт. Аделина, конечно, удивилась, что за котлеты, говорит, сейчас попробуешь, тебе тоже понравится. Да тут проголодаться не успеваешь, новое блюдо какое-то появляется вообще. Ну, я люблю готовить очень. Это классно. Так, ложим 2 кукейдухар. Эра-одиночек, вот у вас есть зайка, папа, то есть вы живете не одна. И из-за того, что Сайда. вы живете не одна, у вас есть кому, грубо говоря, постоянно выговориться можно, на ком можно, ну, короче, кто-то рядом. А у меня никого нет рядом. То есть я живу одна уже достаточно долгое время, и мне не с кем бывает. Вот просто в моменте я не могу. Ну, всё мы выплеснуть. тоже одни жили же. Не всегда же мы вместе жили. Не, раньше все равно у вас такое одиночество не было, как у нас. Может быть. Так, солим. Соль. Короче, солим, перчим. Лук через блендер пропустили и добавили к вот этой вот странной смеси. И впервые вижу, что кто-то так котлеты делал. Весь лук туда добавить, да? Да-да-да. Чем лука больше, тем вкуснее. Что-то с овощами переборщили, походу. Ох. Как Чего? хорошо, что... Вот поэтому я не хочу замуж, честно говоря. Типа вот, ну, я Сама знаю, что... не хочешь замуж, а сама страдаешь, что ни с кем не встречаешься. Я не страдаю, что я ни с кем не Ай, встречаюсь давно фигня. уже. Сколько я тебя знаю, ты страдаешь. Нет. Что у тебя никого нету. Уже Сама, нет. конечно, замуж Нет, не мне, хочу. ну замуж я не хочу. Типа быть с кем-то и быть замужем, ну это разные вещи. Типа замуж я не хочу, я не готова. Я вот этим типа заниматься не буду 100%. Да, Тess, не делай, полуфабрикаты покупай. Это же не означает, что ты вышла замуж и будешь котлеты лепить. Не знаю. Ради бога. Так вы это сами твой нам выбор. говорили, вы ничего делать не умеете, кто вас замуж таких возьмет. Ой, господи, я ни разу так не говорила. Говорили? Нет, это не мои слова. Ты меня с кем-то Нет. путаешь. Никогда я никому так не говорила. Чё? Можно котлетки покупать, вон, полуфабрикаты, в ресторанах кушать. Не хочу вот так стоять ты. Покупать будешь У все. нас, ну извините, в Башкирии, да и в целом, типа в России мужчины такие, что ну ты должна готовить. Ты будешь мне готовить вот это? Ну типа мужики у нас тоже сейчас охреневшие пошли. Ты должна работать, ты должна красиво выглядеть, и при этом еще и готовить. Ну, значит, ищи такого мужика, который так не будет говорить, Аделина. У тебя даже красивее получается, чем у меня. Да. Но у меня характер дурной. А ты думаешь, у меня характер нормальный, что ли? У всех людей, между прочим, свои тараканы в голове. Я знаю, но... Поэтому не бывает, нельзя сказать про человека, у него дурной характер. У каждого человека есть свои минусы, плюсы, тут свои тараканы, скелеты в шкафу. Тут у нас картошка, болгарский перец, морковка. Блин, тут еще чеснок должен был быть. Ну ладно, черт с ним. Можете чеснок положить, можете не класть. Ну, вот такой вот лист получается. Формировать можно как огромные вот такие вот, и средние, маленькие, как хотите, можете сформировать котлетки и поставить в духовку на минуты где-то, наверное. Аделина, давай ставь в духовку на минут 20, 25, На какую? 30. Давай, вон туда. Нож, да. Эй. Не, пониже. Пониже. Мгм. А, на эту штуку прям? Да. Кстати, можете залить немножечко воды, а можете не заливать. Кому как нравится. Я ставлю на конвектомат и не буду заливать водой. А можете залить, если посочнее хотите. Градус, наверное, где-то 200-220. Какая духовка? У всех разная, между прочим, духовка. Йоп, столица. МНА самый-самый очень модный город в мире. Находится, где бы вы думали, в России. АНН самый продвинутый R&B культура. Он ведь всегда был покрыт толстым слоем гламура. Уфа, столица R&B. Само собой, Уфа, столица R&B. Само собой, качаем нефть. Качаем нефть. Ой, вместе, наверное, тоже. Охренеть. Мне кажется, отсюда возьмешь только рыбу.
Итак, ребятушки, так я охота сказать, козлятушки, а не буду говорить, на охота сказать. Ну, блин, интересное же слово. Ребятушки, козлятушки. Короче, спорт не бросаем, девчонки, потому что резекция желудка. Это резекция желудка. Жрать не можете. Из-за того, что жрать не можете, вы худеете. Но это долго продолжаться не будет. И желудок можно спокойно растянуть. Очень много случаев, когда люди набирали вес через несколько лет. Поэтому, ну не сразу, там через несколько лет они потихоньку растягивали свой желудок. Одна женщина через 5 лет обратно набрала свой же 50-килограммовый вес. Каждый день прохожу по 8 километров. Утром прохожу, потом или в обед, или вечером прохожу остальную часть 4 километров. Кстати, новость, Дуфтар. Мой клип крутят на телевидении. Телеканал Башкортостан-24 за поддержку моего клипа. Дуррахмат. Вообще от всей души дуррахмат. Кто хочет посмотреть мой клип на большом экране на телеканале Башкортостан-24, как раз таки сегодня покажут мой клип. Сейчас я вам скажу время. 22:48 будут показывать. На большом экране все-таки клип вообще по-другому смотрится. Так что карагандовтар. Я надеюсь, вам понравится мой клип. Вау! Башкорт хужабикаһының клибы Мәдәм Башкортстан 24 телеканалында премьера күрһәтелә. Көн һайын һез моны Башкорт хужабикаһының клибын да карай аласыз. Say diggy 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 adesso. Say diggy 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 adesso. Say diggy 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 adesso. Zero, zero. Diggy 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 adesso. Say diggy 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 adesso. Say diggy 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 adesso. Zero. Вы думаете, что я прям горю желанием, что ли? О, я хочу ходить, заниматься спортом. Фиг тебе, блин, ничего я не хочу тут так. Мне тоже лень. А если я заставляю? Просто надо вырабатывать привычки, оказывается. Полезные привычки надо вырабатывать. Вот что я поняла. А эти полезные привычки легко, оказывается, выработать. Я об этом не знала до 45 лет. Каждый день делать одно и то же. Вот, допустим, ходить, да? Возьмем ходьбу. Я каждый день себя, не останавливаясь, месяц заставляла ходить. Месяц прямо сильно заставляла, да. И ходила. Потом через месяц я уже поняла, что если я один день даже пропускаю ходьбу, да, у меня прямо какой-то, как будто что-то не хватает. Каждое утро и каждый вечер мы чистим зубы. Это же своего рода тоже выработанная привычка, Дуфтар. Полезная привычка, чистить зубы. И также можно выработать полезную привычку ходить по утрам и по вечерам. Вот я, так же как и чистить зубы, выработала эту привычку. Просто месяц стабильно заставляла себя, да. Я думаю, Миша, потерпи месяц. В книге написано было, что месяц, если потерпишь, то это войдет в привычку, и ты уже автоматически это будешь делать. До автоматизма довела вот эту я привычку. И действительно, прикиньте, месяц прошел, и у меня, знаете, вот прям потребность началась в ходьбе. А я же вначале вообще на улице ходила пешком. Потом только вот из-за собаки, которую так и не убрали соседи, до сих пор она разгуливает, эта овчарка-собака. Мне пришлось купить вот эту беговую дорожку. Не мне, а Альберт мне купил. Рахмат инда Альбертка. Вот. И сейчас вот я хожу каждый день. И если я пропускаю, да, мне действительно очень тяжело. Как будто организм что-то недополучил. Поэтому привычки вообще очень легко внедрить в нашу жизнь. Полезные привычки. Так что, друзья, внедряйте полезные привычки. Ах-муха, кто бы мог подумать, что я такую речь толкну вам год назад.
Вот если бы кто-нибудь мне сказал год назад, Милюша, ты будешь идти по беговой дорожке и толкать речь о полезных привычках, о пользе спорта, я бы сказала, ты что, дурак, что ли? С ума сошел? Да я! Чтобы такие вещи говорить? Никогда! Оказывается, никогда не говори, никогда достать. Прикиньте, офигеть. Я сама в шоке, честно говоря, что я вам такую речь сейчас про полезную привычку толкнула. Офигеть. Это я. Надеюсь, Эльзире понравятся котлетки. А то они, наверное, такие не делают, да, Эльзира? Такие котлетки делаете? Мы полуфабрикаты берем. Котлеты. Сами не делаете? Мама сейчас опять скажет, довольно, типа, вот какая я хорошая, я делаю котлетки. Видала, какая хорошая хозяюшка и хорошая мама. Я делаю сама котлетки. Блин. Чё? Сейчас этот сторис выложим. Мама Эльзиры нам люлей даст. Эльзира, тебе не попадет за то, что ты сдала свою маму, что она готовит полуфабрикаты? В смысле, это ж правда. Да. Правду надо всегда говорить. Всегда надо правду говорить. Так мы тоже иногда полуфабрикаты котлеты едим. Когда? Это иногда. Это очень редко. В год один раз, может быть. Ты же постоянно фермерские котлеты заказываешь. Да, кстати, у них хорошие котлетки. Так, у нас рожки. Рожки я сама своими руками делала. Тесто замесила и резала. Двор, конечно. Рожки вкусные. Чувствуется, как там много масла. Деревенского сливочного масла, а не подсолнечного. Эльзира, тебе вот так нормально? Ну, Что, издеваешься, что ли? будешь воды? Или чай? Котлетки одну, две, Эльзира? Одну. Ладно, если что, Саша, я тебе еще положу, ладно? Азалия, тебе? Тебе? Рожки. Ой, так много не надо мне. Котлетку одну, две? Котлетка немножко пересолена, как будто. Что пересолено? Котлетка пересолена. Да? Пересолили чуть-чуть. Ваша очередь. Нет, котлетку как на вкус ты не сказала. Я сказала. Пересолено и все, что ли? Офигеть, котлетку оценили. Пересолена моя котлетка. И все, что ли? Надо сказать, как на вкус. Это ты же говорил. пересоленная. Что, и все? Ну, Необычный, надо что-то такое. наверное, необычно пересоленная немножечко. было. Необычно. Что за фигня? Крышку чего? Духовка. Кастрюля. Котлеты вкусные, как и всегда. Рожки тоже. Что, ты тоже думаешь пересоленный, да, Заря? Нормально? Просто я, может, к пресной еде привыкла. Поэтому у меня Да, я соль же люблю вообще. все вкусно. Как всегда. Мама самая лучшая. Ой, спасибо. Потом вечером не пропылесошенный пол. Матис, укалема, пожалуйста, мы тебе брата привезем. Бірдеңе хатмайбыз, қайғырма, пожалуйста, и бөлікөсім туңып қана отырған болама тұрымды. Все-таки Альберт сказал, что моя машина небезопасная, қышқыгын особенно, и решил машину алып беруге мне. Небезопасная, холодная. Главное ведь не еще. Май аша еще. А еще он печка не работает нормально. Шулай еще. Май алып үлгермей, май юк болала, юк болала. Алға отырам. Не, бар отырасың даже. Менің не бар, паспорт өзіңде. Телефон. А может, ол башқұрт саңдамайды, хинаға башқұрт сөйлеп кетіп бар. Ол мен отырған кейін башқұрт сөйлей башлады. И хвоста польет башқұрт сөйлеп барады. Короче, как мы нашли эту машину. Это даже не мы нашли, а нашли хорошие такие ребята, с которыми мы, кстати, познакомились случайно где-то 3 года назад. Представляете, с Маратом. Он еще певец, ведущий, его многие знают. Марат, прихожу, значит, в отеле в Турции и смотрю, стоит машина с башкирскими номерами. Я такая офигела, думаю, нифига себе, Башкортостан, там приедет.
приехали, говорю, в Турцию на машине. И смотрю, мужик, короче, грузится. Я подхожу к нему и говорю, а вы что, говорю, из Башкортостана? Да, говорит. Говорю, а что вы, говорю, на машине приехали, говорю, в Турцию? Он говорит, да, мы постоянно, говорит, на машине путешествуем. И прикиньте, то есть так, через 3 года он мне подобрал машину. Вообще очень интересно получилось. Вот не просто так, оказывается, судьба нас сталкивает с людьми. Надо ведь так мы там попасть, что он на машине путешествовал по Турции на своей. А Ездил на своей машине по Турции, и мы познакомились с ним. И он гадер, машина. И он сейчас нам пригнал машину. Вот интересно, Вообще судьба, блин. Автоподборщикам каждому взяла этот гостинцы. Вот, взяла Арарат коньяк, вот такой вот, 5-звездочный, между прочим. Они, конечно, самогон просили, но самогон я нигде не нашла. Они говорят, мы пьем только самогон, представляете? Где самогон купить? Ну вот, добрый кола взяла, запивать, если что, вдруг. Потом шоколадку мелкую взяла. И вкусный башкирский облепиховый мед взяла. Сейчас моя машинка подъедет, наконец-то у меня будет крутая тачка. Такой цвет интересный. А на фотке совсем другой цвет был, да? Красивый шел и нам ваше. Спасибо, Привет. спасибо. Привет. Ой, Привет. привет, привет. Вот так. Альберт, поздравляем. Альберта поздравляет больше всего, а не меня. Так, машину Альберта, цветы тебе. Ой, спасибо большое. Мына қарағдар достар, сәскелер менен егеттер меня шайтып машина алып келдилер. Впервые в жизни забыл телефон. Слушай, ощущение, как будто бы себе машину купили. Да? Ой, Такие. спасибо, Марат, спасибо. Это такой шикардосный подарок на Новый год, достар. Вот, это мини-купер. Понятно, я давно хотела вот такой мини-купер. Вообще у меня один раз мы увидели мини-купер, да, Альберт? И прям сразу же понравился. Ой, вообще круто. Офигенная машина. Обалденная. Как хорошо, тачка. что мы взяли контримен. Да. Ты представляешь, какой он офигенный? Да. Это Новый год, новое лицо, новая Милюша, Да, новая да, машина. Все новое, все Осталось новое. Альберта обновить. Да, не, Альберта обновлять не будем, достар. Альберт мой спутник по жизни. Нет, Очень каменная стена. Не поменять, А как? обновить. Обновить? Цвет просто бомба. Мы сначала хотели обклеить, да, и сейчас вот увидели цвет, такой необычный, интересный цвет, и передумали. Ой, Марат, вообще, тачка вообще супер. И идея того, что мы планировали же переклеивать, вообще не надо. Нет, не надо. Это супер цвет. На она- фотографии, оказывается, по-другому смотрится. Компания Геравто привезла мини-купер Countryman для башкирской домохозяйки. Рахмат Геравто, доктор, вообще супер-пупер тачку привезли. Всего лишь за 2700, представляете, мы по всей России мы искали машину и не нашли вот такую тачку за 2700. Где вы найдете? Нигде, доктор, вы не найдете. За 2700 такую мега крутую тачку. И скорее пригнали Геравто. Вот мы сейчас только ехали в такси, это вспоминали. Я говорю, не просто так же познакомились, да? Мы встретились в Турции. Это было необычно, потому что мы приехали на машине своим ходом, всей семьей, и ко мне подходит неизвестная девушка, Милюша, в халате, потом, как оказалось, фирменном, начинает знакомиться, говорит, что вот мы тоже с семьей приехали, мы из Башкортостана, вы, наверное, меня знаете, я башкирская домохозяйка. Такая деловая, да, блатная. Вы меня что, не знаете, что ли? А я думаю, ну, наверное, так... Какой-то сумасшедший, наверное, в половина- каком-то халате с подсолнухами в Турции гуляет. Наверное- Я, наверное, войны снимала, тогда ходила и подошла, наверное. Я просто думал, что половина вообще женщин в Башкирии это башкирские домохозяйки. Понимаешь, я думаю, зачем она говорит, что она не работает? Рахмат, вообще от души. Вот такой маленький Благодарю. презентик. Не знаю, вы, конечно, сказали, что самогон пьете, но самогон мы не успели быстренько так достать самогон. А Так я что, думаю, зачем они интересовались, что мы пьем? Антон где? Слушай, Антон, чтобы лично самому встретить из Кореи твою машину, он уехал из Уфы в Владивосток, там ее встретил, там все документы сделал, все организовал и отправил. Антон, если ты видишь мои сторисы, спасибо тебе, мы оставили твой гостиниц. Обзор на мою крутую тачку мини-купер. Марат сделает. Кстати, Марат у нас этот известный певец, кто не в курсе. Телеведущий, ведущий. Да вообще у него даже аптека есть, представляете? Или нельзя было говорить?
Ну, можно. Можно, да? Но про аптеку я никому Еще не и щепнем занимается, говорят. Прикиньте, у него очень много разных бизнесов. Вообще, трудяга еще тот. Сегодня компания Геравто привезла автомобиль для башкирской домохозяйки, для ее семьи. Это Mini Cooper Countryman 21 года, пробег 45 тысяч, без единого окраса, в идеальном состоянии, в максимальной комплектации. Автомобиль до 160 лошадей, до сих пор можно привозить спокойно, без переживаний, пройдя таможню. И этот автомобиль под ключ до Уфы выходит 2 миллиона 700 тысяч рублей. Вы только вдумайтесь. 2 700 и скорее сегодня. Что лучше есть? Проходимый, здоровый, качество материалов и по внутреннему убранству, и по внешке. Видно издалека. Собран в Германии и представляет концерн марки BMW. Да, кстати, это BMW. Представляете? BMW. Даже меня Альберт сказал. Это BMW, собранный в Германии. За 2 700 кнопки для обзор внутрянки. Она как новая, да. Она как новая. Да. Офигеть! Карагнай, Достар, это что такое? Это вообще прикольно. Очень прикольно внутри. Блин, Альберт, она вообще совершенно как новая. Какого года говоришь? 21 декабря. Вообще как Ну, новая. мы можем говорить, что 22 год, потому что регистрация... Будем говорить обычными словами. Вот такое стекло. Выходит для чего? Сейчас там я вижу скорость. Если я поеду со скоростью 10 км в час, там будет отображаться скорость. Если он увидит, что есть знак скорости запрещенный, там ехать больше 60, он тоже этот знак покажет. Представляешь? Просто вот это стекло. Обалдеть! Это первое. Второе, что бросается в глаза, это, конечно, Люк. мы называем ее панорамой, но это двойной люк. Обалдеть. Вот такой для задних пассажиров и для передних. Офигеть, у меня люк есть, Достар. Дальше у нас есть 2 экрана, даже спидометр со всей информацией необходимой. Он у тебя уже представлен в цифровом облике. Плюс у тебя есть центральный экран, на котором мы видим все, что происходит сзади, так как работает камера. Плюс здесь есть вся мультимедиа. Плюс мы тебе сделали русификацию, и полностью автомобиль уже на русском языке. Это всем так делаете? Сейчас люди будут спрашивать. Ну, вообще всем. Да? Мне хотелось бы сказать, что мы только для тебя это сделали, но мы это делаем всем. Ладно. Дальше смотри, здесь есть двухзонный климат-контроль. И для правого пассажира, и для левого ты можешь отстраивать температуру. Подогревы сидений. Ты посмотри даже, как машина заводится. У тебя вот такая кнопочка, ты на нее просто нажимаешь на стоп, и машина заводится. Офигительный звук. В подарок тебе еще достается 2 регистратора. Один регистратор спереди, и второй регистратор вон там сзади. Со своим ростом 180 отметил, что я сижу здесь комфортно. Я сижу за Маратом, который тоже не маленький. Снаружи такая маленькая, да? Вообще своеобразная у нас компания, да? Да. Собрались как-то Милюша, Альберт, Вадим и Марат. Ну все, поехали во Мини фрейм Купере. тусить. Будем сейчас обмывать машину. Помимо того, что на всем этапе автомобиль застрахован, еще его на каждом этапе фотографируют. И вот последняя фиксация была, что фотоопись присутствует, когда автомобиль из Владивостока уже добирался до Уфы. То есть поэтому наши клиенты чувствуют максимальную безопасность, зная, что автомобиль приходит в том же состоянии, в котором мы его Ну да, покупаем. действительно, это полную безопасность чувствовали, потому что Марат каждый день видео нам отправлял. Каждый день. Это, Альберт, вот машина нашли, вот машина такая, машина здесь, машина тут, вот это делаем, то делаем. Күн хайын видеолар верейни. Представляете, Мадулстар? Это какой ответственный человек. Ну, конечно, бизнесмен же аптекой же владеет. Поэтому у него все как в аптеке. Миша, все благодаря тому, что у нас огромная команда. И команда есть и в Корее, ну и во всех странах, в которых мы покупаем. Я же говорю, у машины. них есть кореец Антон, который там машины ищет. А вообще самое-то главное, то, что у нас наш костяк, самая основная сила, и те, благодаря кому автомобиль здесь, это наш Владивостокский офис. Там работает команда, которая автомобиль, ну вообще просто они сделали все для того, чтобы автомобиль быстро добрался до тебя и вот в идеальном состоянии, и самое главное, за такие деньги. Мы, короче, сначала к ним обратились, Альберт такой говорит, сейчас я сам посмотрю. Начали искать такой, 1 миллион убитый машина. И Альберт такой говорит, а не, ладно, пускай Марат говорит, едем. Нету машин, да? Нет. Что, едем? Да. Бисмилlah. Ага. Это что такое он? Бляха, Марат, я, бляха, не смогу, бля. Бля, что за фигня, блядь? Он что-то быстрый же, блядь. Марат, блядь, что-то мне страшно, Марат. Ёпарасота. Ага.